поселке Березовка после столкновения с Чайзером опрокинулась Toyota Клюгер, за рулем которой сидела 28-летняя автолюбительница. Водители обеих иномарок остались целы. Помощь врачей понадобилась лишь пассажиру седана. С многочисленными ушибами мужчину увезли в больницу на обследование. Вину за происшествие автоинспекторы возложили на автолюбительницу. Двигаясь со стороны Федоровского шоссе, девушка зачем-то сместилась со своей половины дороги и протаранила встречный Чайзер. Все прояснил тест на трезвость. По его результатам оказалось, что за руль девушка села в пьяном виде. Еще один Чайзер разбит в южной части Хабаровска. Бесспорно фееричный полет закончился на трубах теплотрассы. Седан аккуратно приземлился на конструкцию высотой почти метр. Трамплином для прыжка вверх стало металлическое ограждение и кусты, на которые налетела Toyota перед тем, как оказаться на коммунальном постаменте. Рядом с иномаркой был только хозяин. Оформлять аварию и общаться с представителями ГИБДД молодой человек явно не хотел. Полицейским хозяин разбитого автомобиля заявил, что за рулем был другой человек, знакомый которого он едва знает. Автовладелец якобы пустил его на водительское место, потому что тот был трезв. А разбив иномарку, автопилот взял и сбежал. Был ли он плодом воображения хозяина иномарки или нарушитель действительно покинул место аварии, будут выяснять дознаватели. Чайзер доставили на арест-площадку. А из-за аварии, случившейся у остановки «Первая горбольница», служебного автомобиля лишилось частное охранное предприятие. В брендированную Toyota Probox врезался автолюбитель, выезжавший с прилегающей территории. Экипаж охраны никуда не торопился. Срочных вызовов не было, поэтому дозорные патрулировали вверенный район. Ехали в сторону улицы Ленина. Черный седан появился справа. Из-за двухэтажного здания кафе Probox врезался в колеса Скайлайна. Машина виновника покинула место столкновения со скрежетом, но своим ходом. Патрульный автомобиль ЧОПа увезли на автоэвакуаторе. Продолжить дежурство напарникам пришлось на подменной машине.